Всем доброго дня суток. С вами Эльвира из Америки. Порожаптали же погалами елташла пиндандана Эльвира Америка. Воспитание детей такая обширная тема, поэтому я бы хотела вам продолжить рассказывать про своих родителей, как они воспитывали меня. Мне очень повезло, что я родилась в полной семье. У меня были и мама, и папа. И, естественно, как для девочки, роль мамы для меня была очень важна. Сегодня я очень благодарна Богу, что, несмотря на то, что мои родители родили меня в их довольно-таки преклонном возрасте, моя же мама была в течение долгих 45 лет в моей жизни. Скажу, что наша мама еще с детства начала меня готовить к последующей, будущей моей жизни. Она научила меня очень многому. Она научила меня вязать, она научила меня шить, она научила меня убираться по дому. Она научила меня жизни, всему тому, чему я научилась в жизни, это только благодаря моим родителям, а в частности маме. Мама очень часто говорила о том, что ты как девочка сегодня, завтра ты девушка, а в последующей жизни женщина должна ухаживать за собой. Твоя одежда не должна быть супер богатой, но пусть даже будет твоя одежда очень простой, но ты должна быть аккуратной, чтобы все пуговички были пришиты, ничего там не висело, ухаживала за собой, расчесывала волосы. Одним словом, была элегантной, ухоженной, интересной женщиной, человеком. Помнят, как в советское время мы одевали школьную форму, и у нас были воротнички здесь на шее и на рукавах. Так вот, я, естественно, сама стирала, а потом гладила, а потом пришивала эти воротнички к своему платью. И все это, в общем-то, приходилось делать, потому что мама сказала, ты должна сама научиться ухаживать. Также она меня заставляла, когда надо, гладить свою одежду, чтобы пойти куда-то на люди помятой, неглаженной, это было что-то. В общем, всегда мама учила аккуратности. Естественно, она была для меня примером, как воспитывать детей. Я делала то же самое и со своими детьми, с Марией и Серафимой. Я помню, как здесь, в Америке, я заставила Серафиму поменять футболку 3 или 5 раз. Она все не могла понять, почему я ее заставляю. Ты вдруг посмотри на свою футболку, какая она у тебя мятая. Либо ты сейчас сама все погладишь, либо ты даешь другую футболку. И, в общем-то, я и просила, и когда надо, заставляла их, чтобы они сами учились, воспитывали в себе вот эту вот культуру одеваться, если уж не совсем богато, но аккуратно, следить за собой. Одним словом, все вот это вот воспитывается в детстве, закладывается. Естественно,
сам человек не делает уже в достаточно взрослом состоянии, то уж тут никто не поможет. Одним словом, в женщине должна быть вот собственное уважение к себе. Если мы сами себя любим и уважаем, мы себе не позволяем вот такой вот расхлябанности, и тем более вот во внешнем виде. Куда бы мы ни пошли, с кем бы мы ни встречались. Даже, в общем, мама научила самодисциплине. Она говорила, никто не должен за тобой ходить и говорить тебе. Ты должна сама себя контролировать. Ты должна быть сама себе судьей. И, посмотрев в зеркало, увидеть, кто там на тебя смотрит. Весь процесс воспитания детей я скажу, что я переняла от своей мамы. Как она воспитывала нас, так, в общем-то, и я старалась воспитывать своих детей. И, как уже я сказала раньше, что труд, он только облагораживает человека, он делает лучше человека и воспитывает намного лучше. Так вот я и воспитывала своих детей и учила их трудиться. Вы знаете, что я сделала, когда мы ехали в новую квартиру, где была посудомоечная машинка? Я тут же смекнула, что, в общем-то, эта машинка не даст нам работать, что все, и я в том числе, возможно, буду пользоваться этой посудомоечной машинкой. Так вот, я целенаправленно вытащила одну там штучку. Без этой штучки эта машинка не работала. И, в общем, таким образом нам пришлось посуду мыть руками. И сделала я это больше всего не сколько самой себе, а сколько, чтобы девочки мои научились работать, научились делать домашние дела руками. Конечно, через некоторое время, когда мы уже выезжали, и у меня старшая дочь говорит, мама, а эта машинка никогда не работала. А я ей говорю, знаешь, вообще-то она работает, там вот эта вот штучка, которая лежит, просто нужно обратно засунуть, и она снова заработает. Она взяла, проверила это, насколько это на самом деле работает. И потом через некоторое время посмотрела на меня и сказала, да ты это сделала специально для нас, чтобы мы руками посуду мыли. Я говорю, да. У тебя же руки не отвалились. Вот так. Вы все уже знаете о том, что я здесь живу в Америке очень долгое время. Но, несмотря на то, что я живу здесь уже 19-й год, я до сих пор говорю, пишу, читаю на своем родном умарийском языке. Да-да, мы монденомо шкеман елма и казатат шке елма дене утрем луда ончем передачу влаком и панаш шарнем кюламы и ушечмулам. Так вот, что я хочу вам сказать. Вот это вот любовь к родному языку, это пришло со мной, приехала сюда в Америку, или, скажем, прилетела еще с детства. Мои родители научили меня любить и уважать себя
через собственный мой родной язык. Они мне говорили, человек, который не любит свой язык, он не уважает себя. Айдема ке ашкенджам пагала и ярата, дуду кудра ашке елмажден. Так вот, это все идет с семьи, с родителей. И причем это без разницы, на каком языке. Вот это вот любовь и уважение воспитывается. Я считаю, что это воспитание, любовь к собственному языку, своей национальности, к своим традициям, это все воспитывается с детства, и начинается все это с семьи, с родителей, с мамы и с папой. Хотите, чтобы ваши дети научились говорить на родном языке? Говорите на родном языке дома. Мёгштö удерзы. Меня ведь никто не заставляет здесь разговаривать на моем родном марийском. Я это делаю сама, лично, по собственному желанию. Потому что я знаю, что если я не буду над собой работать, я могу забыть. В принципе, я уже говорила о том, что вот YouTube свой канал я открыла целенаправленно для себя, большей этой части, для того, чтобы я заставляла себя думать, говорить, искать информацию. Естественно, весь этот процесс у меня идет на 2 языках. Но ввиду того, что у меня друзья проживают очень во многих разных странах, и среди них очень много русскоговорящих, я говорю в основном на русском языке. Одним словом, дорогие мои, любите и уважайте себя через свой собственный родной язык. Разговаривайте на нем. Все равно на каком. Будь это татарский, будь это чувашский, будь это русский. А я знаю, что приехав сюда, очень многие даже русские дети, русскоговорящие дети забывают свой родной язык и начинают разговаривать на английском. Не нужно этого делать. Нужно говорить как можно на многих разных языках. Мне же самой, конечно, было очень тяжело сохранить с девочками. Я уж не говорю про марийский язык, про родной язык, а про русский язык. Естественно, я с ними разговаривала и разговариваю на русском языке, и они мне отвечают, но когда-то, иногда они мне отвечают на английском, иногда они мне отвечают на русском языке. Вот. Но скажу, что старшая, она до сих пор помнит марийский язык, потому что она в свое время училась в национальной школе, и там был марийский язык. Она иногда до сих пор употребляет со своими работниками. Не могла понять юбки. Вот. Я думаю, что, конечно, дети, живущие в деревнях со своими
родителями, которые национальности оба Марии, или же один русский, а другая Мария, или же наоборот, или же там какой-то микс татарское с марийское. Я думаю, что тем более, что дети учатся с детства очень легко языкам, это будет только в последующей жизни большим плюсом для них и для вас тоже. Чем больше знаешь, я имею в виду, чем больше знаешь языков, тем это легче для человека в общении с окружающими. И манаш рушажден рушла кудрет, сиясажден сиясла кудрет. Or it's in English, you will speak in English. Живя и учась здесь, в Америке, моя старшая научилась не только английскому языку, но еще и испанскому языку. Причем, что у нее имя Мария очень популярно среди испаноязычных. И я скажу, что когда-то она получила работу, причем ее начальница была русская, приняла ее на работу из-за ее испанского языка. Кстати говоря, эта начальница, у нее даже и не знала о том, что Мария, она сама-то вообще-то русская, из России, владеющая некоторым марийским языком и русским языком. Она, начальница, думала, что Мария, она испаноязычная, потому что у нее в резюме было именно вот знание испанского языка. Я очень много раз слушала, как старшая у меня разговаривает на испанском языке. Мне, честно сказать, я всегда заслушиваюсь, как она говорит очень красиво. И когда мы были в Майами, она вообще, это Майами, город такой, вот там очень много испаноязычных из Кубы и из других разных стран, где говорят на испанском языке. Так вот, она наслаждалась тем, что она могла общаться вот именно с испаноязычными на их родном языке, на испанском языке. История, конечно, с ее русской начальницей меня тоже заставляла улыбаться. Она мне рассказала, как она, начальница, уронила что-то, и тогда Мария спросила по-русски, могу я вам помочь чем-то, чем она, начальница, была просто шокирована. Говорит, а ты откуда знаешь русский язык? А она говорит, я вообще-то русская, из России, поэтому я разговариваю на русском тоже. Одним словом, учите языки, начиная со своего родного языка и продолжая до всех других. Завершая сегодняшнее мое видео, я очень надеюсь, что вы подчеркнули что-то хорошее. Поэтому не забывайте ставить лайки. Если у вас есть какой-то вопрос, вы хотите спросить меня, спрашивайте в своих комментах. И, конечно же, распространяйте мое видео. А кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Видео мучашка же шоу. Мой ишанин ходам тланда килшен моем видео. И деш кланда мунулда и дажмо юнешанам. Полымулда и дажмо юнешанам или видеошты. Идлан идамунда лайкам шташ. Шара за моим видео. Йодышта улыган. Коды за комментом. И кеша возалтын огыл. Возалтся моим каналышке. Пешку дал я. Видео
записывалось во время движения грузовика. Поэтому простите, пожалуйста, меня за весь этот лишний